Да, не густо. Георгий Максимович, опять у нас с вами ничего не выходит. Мощность всего 200 ватт. Этого мало. Не хватит, чтобы поднять воду даже с 10-метровой глубины. Давление Языч, этот водоподъемник, по мнению нашей молодежи, перспективен. Возможно. Идея подъема воды за счет бесплатной энергии солнца вполне перспективна. Это ясно давно. Только нам-то с вами надо найти пути ее реализации применительно к нашим условиям. Но скажите на милость, где вы возьмете воду в пустыне на глубине 10 метров? Продолжайте работать, Георгий Максимович, но учтите, мощность установки необходимо довести, ну, минимум до 500 ватт хотя бы. Пропади все оно пропадом. Сколько можно? 4-й год вожусь с этой чертякой. Вы слишком торопитесь. Вы занимаетесь серьезной проблемой. А Жолю Кюри говорил, глобальная проблема требует глобального решения. Я Георгия понимаю. Конечно, хочется побыстрее добиться результата, но не всегда это получается. Давление Язович, разрешите? А, это ты? Садись. Давление Язович, ко мне тут заходил Есхан Хатамов. Однокурсник мой, помните? Хатамов? Нет, что-то не помню. Ну, старостой был у нас, диплом по солнечным батареям делал. Тогда все очень его хвалили. Ах, вот оно что. А куда он делся? Совсем как-то потерялся, пропал. Помню, мы его еще тогда приглашали к нам в лабораторию. Он работает теплотехником. Ага. Его всегда производство интересовало. Ну и подбирал материал для диссертации. Ага. А теперь просит к нам в лабораторию его взять. Ну что ж, хорошо. Пусть тогда зайдет ко мне. Сильвишка моя маленькая. Папа. Ну, как в садике? Что ты делала? Папа, ну папа, знаешь, что сегодня за мной пришел? Тетя Бахар. И знаешь, я сама одевалась, только шнурки тетя Бахар завязала. Умница. Она тебе нравится? Очень, очень она хорошая. Сынок, а мне все это не по душе. О чем ты, мама? Ух ты, какая большая стала. Тяжело мне тебя носить. Иди побегай. Иди. В чем дело, мама? Ну, сынок, она тебе чужая. Чужая. Какая чужая, мама? Это Бахар. В нашей лаборатории работает. Она хороший человек, Для мама. тебя все хорошие. Ну, мама. Ну, если бы ты сказал, что задерживаешься, я бы сама сходила за девочкой. Ну, привела Сельбишку. Что тут плохого? Я не хочу, чтобы твою дочь приводили посторонние люди. Бахар Клычевна. Есхан Назарович, очень приятно. Спасибо, Бахар, что привела вчера Сельбишку домой. Нет. Хатамов. Гурьев, Эсенов. Здравствуйте. Твой рабочий стол. Правда, он не очень солидный, но другого пока у нас нет. Осторожнее. Позовите плотника, он починит. Ну, Нет, конечно. нет, не надо. Спасибо. Мне так удобнее. Ну ладно, трудись. Если хотите, давайте меняться столами. Спасибо. Меня этот вполне устраивает. Он вас может быть, но вы его явно нет. А девица ничего, но, видать, язвительная. Есть немного. Ну ты не обращай внимания, это так, под настроение.
Вообще умница, феномен. Такие расчеты делает, закачаешься. Не люблю феноменов, а особенно женщин. Это водонагреватели Гурьева. Какого это Гурьева? Того длинноволосого пижона? Балда ты. Этот пижон стоит 10 энциклопедий. Учебник Гурьева, помнишь? По гелиотехнике. Да, до сих пор в печенках сидит. А что? Ничего, мой милый. Просто это и есть тот самый Вадим Николаевич Гурьев. Ну, брат, теперь ты ничем меня не удивишь. Даже если скажешь, что вот тот парень академик Капица. Да нет, это Ильяс. Хороший наш монтажник. И поверь мне, отличный парень. Не сомневаюсь. Георгий, водоподъемник. Да, хороша установочка. Слушай, а колодец-то у вас имитированный? Да, но он ничуть не уступает настоящему. И все-таки не настоящий? Не хватало еще Георгию копать колодец. Зачем копать? Можно на готовых колодцах испытать. В песках у чабанов. Так. Ну, а раз так, ваши исследования нужно проводить там, где впоследствии будут работать ваши установки. Ух ты, какой решительный. Сразу видно, человек с производства. Не в этом дело. Мне просто жаль вас. Сколько прекрасных разработок, сколько осуществленных идей. И все это здесь пылится. Да, это верно. Пора бы стряхнуть с них пыль. Но как? Увы, куда деваться? Увы. Вот так. Ну как? Еще одну сыграем? Нет, нет, с меня уже хватит. Пусть теперь Исхан попробует. Довольно созерцать. Сыграй партейку. Нет, спасибо. Я еще слабо играю. Я лучше посмотрю. Не открутиться вам. Георгий Максимович, ставьте шарики. Ну, давайте. Ну и ну, что за молодежь пошла? Меня, старика, обыграть не можете. Эх вы. Ладно, ладно, еще поглядим, кто кого. Разбивайте, Давлин Язович. Мурат, послушай. Слышишь звук? Что это? Витрины гудят, не он. А вот это тихо-тихо звенит. Знаешь? Нет.
Эх ты, горожанин. Эта вода в арыках журчит. Да, в самом деле, надо же. А я и не замечал никогда. Днем ничего этого не услышишь. А я ночами люблю слушать. И вообще люблю ночной город. Есть в нем что-то от нераскрытой души человека. Бывает же, что вдруг раскрывается тебе душа. Знал ты его, знал. На работу с ним вместе ходил, ел, пил вместе. Но однажды в тихий вечер он раскрывается тебе так, что только ахнешь. Так вот он какой оказывается. Бывало с тобой такое? Сколько лет мы знакомы? 3. А ты замечал, что мы встречаемся всегда на улице? Молодец, песенку ты хорошо спела. А какой-нибудь стишок знаешь? Да. Да, ну расскажи мне. Давай. Мы маки, яркие цветы. Издалека мы к вам пришли, головками помашем, свой танец вам попляшем. Да ты молодец. Иди ко мне, иди ко мне. Хорошая девочка, умная девочка, а? О, а вот твой папа пропащий пришел. Папа, папа! А мы на тебя чуть розыск не объявили. Сейчас мы выясним, кто пропащий. Мама, ты хоть узнала его? А как же? Все тот же Есхан, ничуть не изменился. Такой же веселый. Знаешь, кто к нам пришел? Знаю, дядя Ясхан, мы уже с ним чай пили. А я задержался. Да, папа твой что-то опаздывать стал. Ну вот, слыхал? Пойдем ко мне в комнату, а то начнется следствие. Мам, организуй нам чайку, пожалуйста. Сельбишка, тебе спать пора, а то в садик опоздаешь. А может быть, Пойдем. без чаю? Как это без чаю? Я тебя уже никуда не отпущу, сколько ты у меня не был. Слушай, я, собственно, чего пришел. Помнишь, у тебя лежали Ты мои садись давай. черновики по курсовой? Да, помню. Там были наброски по фотоэлементам. Надо бы их посмотреть, авось пригодятся. А что? Кое-что интересное в них точно есть. Пойду поищу. Слушай, это же не к спеху. Можно и завтра. Ничего, я сейчас. Тут должно быть и кое-что другое. Ты помнишь свою идею о гелиокомплексах на пастбищах? Да, вот она-то меня больше всего и интересует. Для вводной части, что ли? Ну, возможно. А может быть, эта часть окажется и основной. Бахар провожал? Провожал. Нелегко, наверное, с ней. Она хорошая. Иногда странная, колючая. Но это ничего. Дом у вас уже старый. Обратился бы к шефу, выхлопотал бы он квартиру. Авторитет как-никак, а? А стоит ли беспокоить шефа из-за чепухи? Разве это чепуха? Кстати, я думаю, руководитель должен и сам позаботиться о своих сотрудниках. Дом пока нас устраивает. А может, жену не устраивал? Она ведь ушла? Да, ушла. И в самый трудный момент. Накануне моей защиты. Но ее многое не устраивало. Вплоть до моей скромной зарплаты. Она безумно любила развлечения, удовольствие. Словом, характеры не сошлись. А где она сейчас? Не знаю. А Сельбишка? Она ее оставила? Да.
А почему бы тебе не жениться на Бахар? Ты ведь ее любишь? Боюсь потерять. Что значит потерять? Мать сомневается. У меня вот ребенок. Сложно все это. Но я думаю, со временем все уладится. Ну ладно, давай спать. Ведь вы работаете в научном учреждении, не в каком-нибудь... Скажите мне, для чего вам это Марокко? Я вас решительно не понимаю. Давление Язович, меня главным образом интересует практическая сторона дела. Эксплуатационные исследования дадут нам возможность предельно быстро внедрить установки в производство, сблизить теорию с практикой. Ну что ж, не исключено, что ваша точка зрения многим придется по душе. И, возможно, в ней есть рациональное зерно. Но учтите, перед вами встанет огромное количество препятствий. Прежде всего, вам понадобится база для работы. Конечно. Где вы найдете хозяйственника, который вам ее предоставит? Это я беру на себя. В принципе, я уже договорился. Но в этом случае вы берете на себя обязательства уже не только как ученый, а как подрядчик на стройке. Вас это не пугает? Нет. Вас это не пугает. Ну что ж, тогда давайте будем говорить откровенно. Надеюсь, вас это не обидит. Думайте о науке. Вам пора отказаться от инженерного восприятия мира. В общем, я советую вам, коллега, подход к своей теме пересмотреть. Извините меня, профессор, но я думаю, что вы не правы. Я видел, как возят за 100 километров воду чебанам в пустыню, под которой море грунтовой воды. Но ее нет в водном балансе пустынных пастбищ. А я хочу, чтобы она была. Поэтому прошу вас рассмотреть мою тему на ученом совете. Ты смотри, кто. Юрка. Я ж его с института не видел. Юрка! Привет. Здорово. Здравствуй. Чего вы столько накупили? Да вот в командировку еду, в пустыню. А вы теперь в одной лаборатории? А как же? Везет чебанам наше солнце. Слушайте, про вас можно писать. Ведь это материал. Пройдет и будет читаться. Ты очерки мои читал? Читал. Ведь это можно подать. Проблемы грядущего столетия. Запасы ископаемого топлива на грани истощения. Люди должны найти решение. И вот группа энтузиастов, молодых ученых нашего города, приняли эту проблему на свои плечи и решили. Солнце впряжено в колесницу прогресса, и оно будет служить людям. Это отлично. Братцы, на весь Союз прозвучит. Правильно я говорю? Красиво. Аж слезу вышибает. А что? А то. Проблема грядущего столетия. Запасы топлива на грани истощения. Люди должны найти решение. Все правильно. А остальное – фантастика. Ну хорошо, можно подать иначе. Поиск продолжается, даже интереснее. Не торопись. Мурат прав. Я что, пожалуйста. Вам же будет лучше. Шум, значит, внимание, интерес. Главное, чтобы заметили. Спасибо, Юра, это действительно важно. Но не торопись. Подбирай материал. А подвернется случай, мы тебя в лабораторию пригласим. Согласен. Вот и хорошо. Салам алейкум, Яшели. Алейкум ассалям. Куда делся моторист? Моторист у себя отдыхает.
ты бибикаешь без конца? Не слышу, что ли? Ночью спит, днем спит, всю молодость проспишь. Что поделаешь? Работа такая. Работа такая. Принимай солярку, суслик песчаный. Мне еще 3 колодца нужно объехать до вечера. Да шевелись, да побыстрее. Ладно, не ворчи, помоги мне лучше. Давай, давай. Кто это? Это из города, мой спаситель. А чё же он тебя спасает? От вечных твоих попреков. Понял? Чего? Понимаешь, этот ученый наш движок хочет заменить на какой-то агрегат, который он придумал. А этот агрегат 2 дела делает. Из колодца соленую воду берет и тут же опресняет, так что твоя солярка никому не нужна будет. Раздавай кому хочешь. На чем же он будет работать? На слезах твоих? Да ты что, неграмотный, что ли? На энергии солнца. Вот на чем. На, старик, от общаги. Со мной будешь жить. Ну, наверное, это надоело мыкаться по гостиницам. А вы что, разве не здешний? Нет, я здесь только учился. Работал в Мары, а родился в Козелорвате. Он у нас кочевник. Ничего, скоро станет оседлым. То есть оседлаем. Да, ты коменданту паспорт не забудь отдать. Пусть он тебя пропишет в Дом творцов будущего. Бахар Клычевна, можно мне с вами? А я в садик. Знаю, ну и что? Вместе отведем Сильвишку. Она меня, можно сказать, с пеленок знает. Все-таки дочь моего лучшего друга. Скажите, а за что вы его так любите? Как за что? Истинный друг, чистосердечный человек. А вот вы за что? Вам ведь он тоже друг, если не больше. Что вы имеете в виду? Любовь? Ну, что-то в этом роде. А знаете, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него. О, Чернышевский. Да. И я полностью одобряю это мнение. Бабушка, смотри, смотри, тетя Бахар пришла и дядя Ясхан. Да-да, я вижу. Здравствуйте, Гизеледжи. Здрасте. Здравствуй, Сильбишка. Мурат дела задержали. Мы хотели забрать ее. Если у сына нет времени, я решила сама зайти за ней. Но раз бабушка на посту, посторонним делать нечего. Вы остаетесь, Бахар? Я пошла, Гизеледжи. Иди, доченька, иди. До свидания. Мама, ты не заболела? С чего ты взял, сынок? Могу я просто полежать? Немного устала, вот и все. Сегодня за Сильбишкой приходила Бахар. Да не одна, с Ясханом. Мать, да ты что? Мы же друзья с ним. Ты меня послушай, сын мой. Она тебе не пара. Не согреет она своим теплом Сильби. Голова у нее занята одной работой. Почему тебе не нравится дочь Мергена? Женись на ней. Она хорошей матерью будет и женой. Да и мне на душе легче станет. Что ты говоришь, мама? Я не знаю, сколько я еще проживу. Я уже старая. А за девочкой нужен уход. Я понимаю твое беспокойство, но прошу тебя, мама, не говори больше о дочери Мергены. И в заключение хочу сообщить ученому совету, что начальник пастбища водстроя товарищ Саюнов
дал согласие на проведение испытаний моей водоподъемной установки на одном из обслуживаемых ими колодцев. Любопытно, очень любопытно. Извините, но все мы знаем, какой путь проходит идея до своего реального осуществления. Коллеги могут подтвердить. А вы хотите, чтобы я вот так взял и поверил, что ваша установка заработает? Нет, Исан Назарович, я в это не верю. Не верю. А я верю. Более того, у меня сложилось абсолютно четкое и ясное убеждение, что до тех пор, пока наша с вами лаборатория не сумеет реально обеспечить все пустынные пастбища подобного рода установками, она будет работать вхолостую. Нет, вы только поймите, какое-то волшебство, его величество солнце. Ведь все произведения человеческого гения, научное открытие, литература, музыка, искусство, все получило силу от солнца. Ведь когда Рафаэль создавал свои гениальные картины, когда Ломоносов размышлял о природе теплоты, когда Чайковский писал свою прекрасную музыку, во всех них говорило солнце. Да, красиво говоришь. А вот я считаю, братец, что солнце – это самый большой бездельник, который только существует в мире. Ну, сами подумайте, какая это силища, какой резервуар бесплатной энергии. Эх, во что бы превратилась наша пустыня, если бы использовать хоть 100-ую часть этой энергии. Вот так-то, братец. Ну ладно, выкладывай, с чем пришел. А вот смотрите, казалось бы, ничего принципиально нового. Просто соединил два метода. А какой эффект получается? Да, только если это верно. Вот я тоже думаю, может, я ошибаюсь? Надо проверить. Вообще-то ты у нас молодец. Ведь если это выйдет, это же гениально, братцы. А почему бы мне не быть гением? Таким образом, завершая свое выступление, я хочу еще раз отметить, что соискатель предоставил нам работу, вполне заслуживающую одобрения. Хочу лишь добавить, что за время пребывания в нашей лаборатории товарищ Хатамов проявил себя как инициативный и энергичный научный работник. Ясхан Назарович, безусловно, достоин того, чтобы ему была присвоена степень кандидата наук. Единственный упрек в его адрес – это то, что у него наблюдается явный крен в сторону решения сугубо практических задач.
Не отрицая важности Нормально. такой работы, я все же возьму на себя смелость заметить, Ну что ты? что ученый должен заниматься наукой. Вот так. У меня все. Тише, товарищи, тише. Кто еще хочет выступить? Разрешите? Пожалуйста, товарищ Саюнов. Меня несколько удивила концовка выступления Довли Ниязовича. Многие научные работники считают хорошим тоном вести исследования диссертационных тем только в стенах лабораторий институтов. Но разве не является смыслом существования любого научного учреждения претворение теоретических разработок в жизнь? Сколько диссертаций пылится на полках из-за их сугубой научности? А результат работы Хатамова вот он. И за то, что молодой ученый реализовал свою идею, его упрекают. Извините, мне это просто странно. Ты заметила? Производственную сторону шеф отодвигает на второй план. Как обычно. Ты же знаешь, он думает прежде всего о высокой науке. Никакая высокая наука невозможна без повседневной проверки теоретических идей на практике. Есхан прав. Вот как надо делать дело. Значит, теперь надо всем нам работать по методу товарища Хатамова. А что ты думаешь? Всего за 2 года какую парень гору своротил? Пока мы раскачивались, он дал отарам воду. Ничего не скажешь. Позавидовать можно. За что и уважаю его. А есть ли неуважаемый тобой человек? Мурат, хватит, наверное, провожать. Поезжай. Поздно уже, а тебе далеко. Ничего, доберусь я. А хочешь, может, ты сегодня не поедешь домой? А куда же я денусь? Останешься у меня. А мама? Ну и что? Постелю тебе на полу? Нет. Не могу. Там мои волноваться будут. А хочешь, я поеду с тобой? К тебе. Понимаешь, мама, она все так болезненно воспринимает. А ты не думаешь, что потом уже будет поздно? Как, Георгий Максимович, еще партейку? Разрешите попробовать мне, Довле Ниязович? Попробуйте. Подай-ка мне шарики, Жора. Я Исхану не завидую. Ого. Силен. Так. Ну что ж, я вижу, что получу от этой партии
большое удовольствие. То есть? Ну, видите ли, Исхан Назарович, мне редко приходится играть всерьез. Игроки у нас слабенькие, результат предрешен. А вот у сильного противника всегда приятно выиграть. Вы знаете, Давлен Язович, сильный противник мне тоже доставляет удовольствие. Угу. Интересно. Ну что ж, тогда держитесь. Да, Давлен Язович, с таким подчиненным, который обыгрывает, вам будет не очень-то сладко. Надеюсь, он больше не позволит себе такого. Ясхан Назарович, заходите. Вероятно, представлять друг другу вас нет необходимости. Нет, мы старые, знакомые. Ясхан Назарович, надеюсь, не забыл нашего вклада в дело осуществления его идеи? Нет, конечно. Спасибо вам. Садитесь. Да-да. Прошу вас. Прошу. Так вот, Аман Нуриевич сделал предложение, касающееся вашей дальнейшей работы и, пожалуй, научной судьбы. Мы уже все обсудили, но решать этот вопрос, естественно, надо будет вам. Я для этого вас и пригласил. Выслушайте нашего гостя и дайте ответ. Исхан Назарович, за время нашего знакомства у меня сложилось о вас определенное впечатление. У вас инженерный склад ума. Вы явно стремитесь к разработке практических задач и наделены всеми качествами, которые для этого нужны. Так почему бы вам их на деле не применить? Нам нужен главный инженер. В нашей системе сотни объектов, строители, эксплуатационники. На нас работает много проектных институтов. У нас вы найдете широкое поле для применения своих способностей. Да, ваше предложение заманчиво, но работа мне и здесь по душе. И потом я уже сжился с коллективом. Ну что ж, я рад, что товарищ Хатамов будет по-прежнему работать у нас. Скажу честно, я был бы весьма огорчен вашим уходом. Спасибо за оказанное внимание, Аман Нуриевич. Надеюсь, что мой отказ вас не обидел? Ну что вы, это ваше право. Хотя не скрою, я предпочел бы получить другой ответ. Да, хотел переманить ценного работника. Не вышло. Но мне пора. До свидания. До свидания. Такого. А поле для приложения своих способностей вы найдете у нас. Кстати говоря, у меня тоже есть предложение к вам. Балканова на время надо от разного рода текущих дел освободить. Он сейчас монографию готовит к изданию. Руководство института считает, что замещать его должны вы. Мне, конечно, лестно такое решение, но боюсь, оно может задеть кое-кого. Кого? Ну, например, Гурьева Вадима Николаевича. Да для него любая административная работа хуже всякого наказания. Балканов скоро появится? Наверное, не скоро. Монография сложная. Так что прошу любить и жаловать новое начальство. А что? Все закономерно. Кандидат наук, молодой и энергичный. Лихой парень. Не зазнается, а? Как ты считаешь? Все же почему именно его? Нет? Не понимаю. Не знаю. Мне кажется, все нормально. Даже здорово. Он этого вполне заслуживает. По-моему, он прирожденный руководитель. О, я вижу, вы тут без меня времени даром не теряли. А зачем его терять? У нас порядочек. Мурат, начальник сбегает Спасибо. за шашлыками да беляшами,
А мы посидим. Здорово устроились, а? Ну еще бы. Мы начальника себе подыскали подходящего. Воспитали, можно сказать. Вот он и работает. Ну разве это работа? За 2 месяца собрать и установить 5 водоподъемников – вот это дело. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо скажи Непесову. Это его почин поддержали соседние совхозы. А совхоз Бахарден всех обскакал. Сразу 2 заказа дал. Разве это заказы? Всего 10 совхозов. Гораздо должно быть больше. К сожалению, о нашей работе еще очень мало кому известно. Как-то мало кому. Вон на твоей защите сколько начальства было. Так то ведь начальство, а я говорю, народ нас не знает. Вот, например, геологи. Найдут они нефть или золото. О них сразу пишут, по радио передают, фильмы снимают. Или о кибернетиках. Любой пацан может прочесть тебе лекцию. А мы делаем, может быть, не менее важное дело, но никто о нас ничего не знает. Вот я одному инженеру сказал, что работаю в лаборатории солнечной энергии. А он мне говорит, это что, из области научной фантастики? Вот дает. И он не виноват. Это мы сами виноваты. Мы сами должны пропагандировать нашу работу. Надо дело делать. Делать хорошо, без шума, спокойно. Ну а слава, она потом сама придет. Вы не поняли меня, Вадим Николаевич. Я вовсе не о славе пекусь. Я считаю, что в наше время очень важно, чтобы заметили. Важно. Кто? Все. Ну, конечно, и руководство тоже. От этого польза делу явная. Не знаю, не знаю. Я как-то не замечал, что отсутствие всеобщего внимания мешает делу, скорее наоборот. Чем меньше известно о нашем деле, тем меньше профанов лезет с советами. Вадим Николаевич, сейчас, когда существует 1000 научно-исследовательских институтов, трудятся сотни тысяч ученых, я думаю, проблема не в том, чтобы скрыться от публики. А в чем же? А в том, чтобы иметь широчайшие возможности для работы. Я понимаю, шум иногда мешает, но, уверяю вас, польза от него перекроет все издержки. Возможно, вы правы. Но даже если это так, это не для меня. И не для Давленьязовича. Поверьте мне, воспитание не то. Воспитание не то. Конечно, не то. Ему бы с его страстью к тишине и покою в 19 веке родиться. Картина такая есть. Кабинет алхимика. Вот в нем бы Гурьеву и сидеть. Ну уж это ты, брат, загнул. Да нет, в общем, он старик ничего. Ну разве таким должен быть современный ученый? А каким? Каким, спрашиваешь? Современный ученый, прежде всего, организатор, популяризатор, ну и что там еще надо? Карбюратор. Вот именно. Послушай, а почему ты не пошел в пастбище водстрой? А что мне там делать? Строить бетонные водосборники или прикажешь устанавливать допотопные движки на солярке? Нет уж, извини. Не хочу жить вчерашним днем. Хочу жить сегодняшним, строить завтрашний. Может быть, зайдем к Юрке? Обещали ведь? А что, идея? Пошли. Заходите, заходите. Каким ветром? Да вот шли мимо, решили зайти. Молодцы, здравствуй. Здорово. Здравствуй. Юра, молния на первую полосу. Привет, привет. Тебя к главному срочно. Сейчас иду. Подождите, здесь я быстро. Вот газетный стиль по мне. Четкость, быстрота, точность. Видал, как они своих? Никого не щадят. Что надумали? Будем писать? Да, обязательно будем писать. Скоро у нас собрание намечается. Мы тебя предупредим. Придешь, так сказать, пощупаешь сам пульс нашей жизни. Ну, прекрасно.
Здравствуйте. Добрый день. Ага, Балаевич, вот ваши расчеты по гелиотеплице. Я их проверил. Спасибо. Исхан Назарович, вот здесь я ошибся. И вот здесь. А вот это что? Тут вы вышли за рамку, Ага Балаевич. А тут что? А тут дали сплошную, а надо было осевую. Ну это же мелочи, Исхан Назарович. Мелочи? Из таких мелочей складывается картина весьма неприглядная. Вы знаете, я здесь со дня основания, и впервые ко мне придираются по поводу такой чепухи. Оно и чувствуется. Иначе вы бы давно работали по-другому. Поймите меня правильно, Ага Балаевич. Дело тут не во мне. От этой чепухи страдает весь наш коллектив. Насколько я знаю, коллектив ко мне никаких претензий не имеет, так что... А у меня нет их деликатности. Словом, давайте думать, как вам дальше быть. Работа есть работа. Да, круто взялся за дело. Да, круто. Но если подумать, он абсолютно прав. Но отчитывать несчастного старика при всех, это же неприлично. Есть же какие-то иные формы разговора. А по-твоему, лучше было бы отделаться шуточками, а расчеты потом самим переделывать, да? На сегодняшний день накоплен огромный теоретический материал, представляющий собой большую научную ценность. Теоретически разработана и обоснована возможность использования различного вида солнечных установок. Это, безусловно, приятный факт. Но плохо, что лишь незначительная часть наших разработок воплощается в жизнь. Наша лаборатория решает в основном частные задачи, хотя мы способны на большее. Ну, скажем, на разработку столь нужного нашему сельскому хозяйству автономного пастбищного гелиокомплекса, который бы полностью удовлетворял все энергетические потребности, связанные с содержанием отар овец. Что для этого потребуется? Очень многое. Прежде всего, надо будет ломать тот дух успокоенности, умиротворенности, который царил в лаборатории все эти годы и господствует сейчас. Необходимо добиться, чтобы главной продукцией лаборатории стали не диссертации, не статьи в научных журналах, а реально действующие установки. Но для того, чтобы все это осуществить, нужна перестройка не только внутренняя. Ее мы проведем сами. Нужна помощь извне. И тут мы вынуждены просить руководство института пойти нам навстречу. В чем? Дайте нам штаты, дайте помещение, оборудование, и вы увидите, что все это в кратчайшее время даст ощутимый эффект. Простите, насколько я понял вас, вы хотите всей работе лаборатории дать новое направление. Но Давлений Язович никогда не ставил такого вопроса. А ведь лабораторией заведует он. Это вот и плохо, что не ставил. Но время берет свое. Теперь нужно ставить. Правильно. Давно пора. Если пора, почему же до сих пор молчал? Молчал. Да черт его знает, почему молчал. А теперь скажу. Дайте мне слово. Вадим Николаевич, может, вы что-нибудь скажете? Тише, товарищи, тише.
Ну, силен, а? Какую речугу отгрохал. Вот бы нам такого шефа. Да брось ты, все это показуха, гелиокомплекс. До него еще как до неба. Да, размахнулся. Проект. А мне нравится. Нравится. Здрасте. Очень интересно. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот и сам виновник явился. Гляди, любуйся. А, я уже прочитал. Пригодится лишний экземпляр. Я всем по одному купил, а это тебе. Ну что ж, спасибо. Мы только поздравить. Поздравляю, Бахарджан. Поздравляем. Спасибо. Поздравляю, коллега. Поздравляю от души. Спасибо. Читали, впечатляет. Молодцы. Так держать. Поздравляю всех. Слушаю. Да. Спасибо. Ну как именинники, рады? Как говорится, в одно прекрасное утро он проснулся знаменитым. Здравствуйте. 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 Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте, молодежь. Здравствуйте. Что, Исхан Назарович, заварили кашу? Обязательства вы на себя взяли серьезные. Надо выполнять, а мы за вас поболеем. Не дадут нам сегодня работать. Сильбишка, на, попробуй. Спасибо, На бабушка. здоровье. Ну, как вы тут? Ничего. Мам, дай я морковь порежу. А то можем не успеть. Успеем, успеем. Пока они чай попьют, у меня уже и плов будет готов. Пришли. Мам, гости пришли. Тетя Бахар. Здравствуйте. С Новым годом, Ольга Ильич. Спасибо. И снова Спасибо. С Новым годом Приятное вас. совпадение. Спасибо. Проходите. Пойдем. Владимир Николаевич, проходите, пожалуйста. Спасибо. Идем. Ну, что ж, славная квартира. Ой, какая Ну и красота. проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Прошу. Давай поставим цветочки на стол. Ага. Идем. Можно? Заходи. Так. Гизель, можно я вам помогу? Отнеси гостям чай. Хорошо. Несу. А вам не кажется, Георгий Максимович, что когда люди получают новые квартиры в новых домах, они сами становятся как-то новее, я бы сказал, лучше. И настроение у них становится сразу праздничным, не кажется? Ну, конечно, вы очень точно Спасибо. подметили. Понимаете, новый дом, новое настроение. Вот только невесты не хватает и сельбивки матери. Плов готов. Можно подавать? Конечно, подавать. Все в сборе, опоздавших нет. Ну что ж, подавать так подавать. Только, мне кажется, не все здесь. Как это не все? Адам Леньязыча забыли. Ух ты. Надо бы съездить к нему, пригласить. Точно, может, махнем? Да нет, я просто так вспомнил. Пусть работает, не станем ему мешать. Да какое там мешать, наоборот, порадуем старика. А я был у него. Показал газету, обрадовался старик. И мы обо всем с ним договорились. Беседа у нас была короткой и плодотворной. Как в официальных коммюнике говорится, стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. Вы, Исхан Назарович, говорите какими-то интригующими загадками.
Да, вот именно. Что-то вы темните последнее время. Хорошо, скажу. Хотя не должен был вам этого говорить до поры до времени. Надеюсь, это никуда отсюда не выйдет? А вы закройте, пожалуйста, дверь. Друзья, в общем так. В связи с повышенным интересом в последнее время к нашим работам решено нашу лабораторию преобразовать в самостоятельный отдел. А в перспективе самостоятельный институт. Вот это да. А Балканову предложено занять место... Заведующего? Нет. Чтобы избавить его от организационной суетни, его назначают главным научным руководителем. А кто будет заведовать? Это пока не решено. Легко догадаться. Хатамов. Ну что ж, не исключено. Мне было сделано предложение. Давление Язович поддержал. А вы? Я пока не решил. А вот и плов. Прошу к столу. Но Сюда, хозяйка вот. приглашает, нам остается только починиться. Ну, накрыт. Угощайте. Давайте рассаживаться. Ты ухаживаешь за мной. Ну что ж, то, что вы рассказали, весьма интересно. Только не чересчур ли вы широко размахнулись? Гелиокомплекс, представляете, сколько на это нужно средств, времени? Да, но без такого подхода к проблеме мы будем топтаться на месте. Вы же знаете, насколько невелика наша реальная отдача на сегодняшний день. Но, положим, Есхан Назарович, я все это понимаю. Одного никак в толк не возьму. Я-то здесь при чем? Нужна ваша помощь. Моя помощь? Чтобы доказать правоту идеи, нужно создать экспериментальный вариант. А у нас, как вы знаете, никакой производственной базы нет. Ах, вот оно что. Ну, дорогой мой, у меня тоже очень многого, к сожалению, нет. Нет времени, средств нет, не хватает рабочих рук. А ведь у меня свой напряженный план. Есхан Назарович, мы с удовольствием помогли вам с вашей первой экспериментальной установкой. Но сейчас речь идет о проекте такого масштаба, который нашему тресту просто не по плечу. Кроме того, этот вопрос не входит в мою компетенцию. Его надо решать выше, на уровне министерства. Что приуныли? Ну уж это вы совершенно напрасно. Не унывать надо, а действовать. И учтите, я вам во всем, в чем смогу, окажу всяческую поддержку. Спасибо вам, Аман Нуриевич. Всего хорошего. Внимание! Кулиев идет по правому краю. Приближается к машине. Хочет обойти Хатамова, но тот преграждает ему дорогу. Так. Короткий неравный поединок, и Кулиев устремляется вперед. Но Хатамов намертво блокирует Кулиева и пытается изменить направление его движения. Схватка. Финт вправо, финт влево, подкат. Хатамов оттесняет Кулиева от машины. Так, пройдена линия защиты, но тут Кулиев садится в машину и покидает поле. Георгий Максимович, вы же мешаете. Виноват. Второй участник этого темпераментного поединка, Хатамов, направился к зданию и, по всей вероятности, через несколько секунд будет здесь. А вот и он. Так, минуточку внимания, товарищи. Нам дали новое помещение. Через день-два будем переезжать. Вот это замечательно, Георгий Максимович. Ну Братцы, сколько мы лет этого добивались. Тише, Вот, пожалуйста. Тише, товарищи. Помещение предназначалось для пастбища водстроя, но Саюнов его нам уступил. Им там все равно было бы тесно. Да, но все эти древние стулья, столы нам придется оставить тут, там будет все новое. Я понимаю, во всем этом есть очарование старины, но согласитесь, что сегодня на дворе 20 век, и нам пора распрощаться со старым стилем работы и усваивать требования сегодняшнего дня. В науке мы всегда были на уровне сегодняшнего дня.
Иногда впереди даже. В теории может быть. Но, Вадим Николаевич, согласитесь, что в нашем деле чистой теории теперь становится маловато. Позвольте. Ну как же, это наша чистая теория является тем самым фундаментом, на котором строятся все практические сооружения. Должна являться, но, как видите, почему-то до сих пор не является. От нас ждут полной отдачи сегодня, сейчас же. И для этого потребуется четкая организация работы, ритм, контроль, инициатива каждого. Теперь у нас будет план внедрения разработок нашего отдела, который мы обсудим с производственниками. Распределим между собой работу, составим график, и уж потом все это закон, который мы будем железно соблюдать сами же. Почему я завел этот разговор именно сейчас? Потому что знаю, возможно, кое-кому этот порядок не понравится. Ну что ж, подумайте, пока не поздно. Насильно держать никого не будем. Но, честно признаться, я очень надеюсь на всех вас. Да мы с вами горы можем свернуть. О, Ага Балыевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну как, привыкаете к новому зданию? Да, давно хотел с вами поговорить, все никак не получалось. Ну, раз уж мы с вами оказались самыми дисциплинированными. Транспорт. Но и время еще не вышло. Я много думал, Ага Балыевич. И вот к какому выводу пришел. Расчеты ваши мы возьмем на себя.
А вы возьмете на себя роль этакого диспетчера. То есть будете следить за ходом работ, чего не хватает, что мешает, как выполняется график. А в конце рабочего дня рапортичку мне на стол. Исхан Назарович, боюсь, что мне не справиться. Справитесь. Прекрасно справитесь. И пусть вас не пугает слово «диспетчер». Диспетчер – это в наши дни очень важная должность. Так сказать, будете держать руку на пульсе всех наших дел. Так что, Ага Балаевич, с сегодняшнего дня приступайте к своим новым обязанностям. Добавь. Добавь еще, добавь. Стой, 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 стой. Чуть сними, сними. Стоп. Ну, как успехи у Георгия Максимовича? Сиди, сиди. Я просто зашел, чтобы узнать, как у тебя дела идут. Мне кажется, на сей раз Георгий Максимович выбрал правильный путь. Последний эксперимент дал явно положительный результат. Вот, взгляните. Ну-ка. Да, картинка вполне. Вроде действительно получается кое-что. Продолжайте, Георгий Максимович. Разрешите мне провести испытание на горном водосбросе? Ну, если ты уверен, что на данном этапе это необходимо, с моей стороны возражений не будет. Естественно, мы все тебе поможем, ведь это наше общее дело. Мы всегда друг другу помогали. Поможем и теперь. Вы правы, Вадим Николаевич. Веревка крепка повилкой, а человек помощью. Сегодня мы поможем, а придет время, вы нам поможете. Не так ли, Георгий Максимович? Да, конечно, в долгу не останусь. Ну вот и хорошо. Ну, не стану мешать. Давайте, Вадим Николаевич. Ну-ка, Жара. Держи. Мне кажется, как заработает наша новинка, от заказчиков отбоя не будет. Я даже сон видел. Вокруг нашего института толпа людей. И все с заявлениями. Просят наши установки. Да. Хороший сон. Закрепи там. И недаром снится. Такая установка в горах в самый раз. И все же не это для нас главное. А что же тогда вы считаете главным? Главным? Главное, что эксперимент прошел удачно. Ну, все по науке. Так что, Георгий Максимович, можешь считать, что защита твоей диссертации состоялась. Хотите, скажу, что для меня самое главное? Валяй. Искупаться. А то мозги плавятся, ничего не соображаю. Ну что ж, перекур?
Да. Перспективы у нас, я вам скажу, заманчивые. И вы в этом уверены? Конечно. Ясхан Назарович, сегодня Бахар Клычевна спросила, что для вас главное. Вы ответили, как говорится, уклончиво. А позвольте поинтересоваться, что же все-таки для вас главное? Вопрос. На мой взгляд, люди должны жить так, чтобы никогда не испытывать состояние покоя. Всю жизнь иметь перед собой цель и всегда стремиться к ней во что бы то ни стало. В общем, все это немного напоминает спорт. В лучшем смысле этого слова. Для человека, уверен, самое главное – всегда первым приходить к финишу. Но видите ли, мы с вами не жокеи на скачках, которым нужен только финиш. Человеку иногда нужно остановиться, оглядеться, подумать. Какой ты оставил след. А где он? След-то? Но не станете же вы утверждать, что мы вообще ничего не сделали. Так покажите это людям. Подарите. В этом же и суть всех наших скачек. Плачешь? Нет. Это так, от дыма. Я чувствую, в последнее время ты что-то не в духе. Почему он выбрал лучшим другом именно тебя? Ведь вы с ним ни в чем не похожи. Друзья детства не выбираются. Они как родственники. Какие есть, такие есть. Допустим. Но сейчас-то вы уже не дети. Так ведь это на всю жизнь дружба. Эх ты, Мурик. Тебе бы не ученым быть, а у самого Аллаха в штате работать. Ангелом. Почему? Уж очень ты во всех людей на свете влюблен. Ничего подобного. Что ты взяла? Люди, они всякие бывают. Но почему ты прямо как под гипнозом, когда он говорит что-нибудь? Заметно. Еще как. А может, я к нему неравнодушна? Но ведь Есхан... А, ладно, к черту. Почему мы постоянно говорим о нем? Даже сейчас не можем забыть, что на свете существует какой-то Хатамов. Почему так? В самом деле, все время он здесь, как привидение. А ну его к черту. Итак, давайте подводить итоги. Группа Миредова. Изучение работы нового варианта опреснителя с гелиотеплицей. Сделано почти 100%. Почти. Группа Кудлая. Наладка водоподъемника. Есть. Спасибо, Георгий Максимович. Группа Гурьева. Первая. Разработка комбинированной установки для охлаждения и горячего водоснабжения. Сделано. Второе. Прикидка вариантов ее практического применения. Не сделано. Почему, Вадим Николаевич? Ведь главным ваша группа справилась? Но это тоже не пустячок, Ясхан Назарович. Согласен. Но ведь мы вместе с вами разработали этот график, и вы его приняли, не так ли? Мы научное учреждение. Мы не можем работать в ритме завода. А я этого и не требую. Пока. Но стремиться к этому должны все.
Я с вами не согласен. Не понимаю. Давайте останемся после планерки и поговорим. Хорошо. Так вот, резюмируя, хочу сказать, мы все неплохо поработали. Но инерция нашего старого стиля все еще чувствуется. Нет четкости ритма, точности планирования научных работ, без чего мы не сможем достигнуть своей цели. Ага, Балаевич, да садитесь вы, ради бога. Завтра выходит Давление Язович, подготовьте ему кабинет. Хорошо, понял. Если вопросов нет, все свободны. Так я вас слушаю, Вадим Николаевич. Только, к сожалению, в нашем распоряжении всего 10 минут. Мне и 5 хватит. Я хочу быть откровенным, Ясан Назарович. Мне кажется, что мне пора уходить. Почему? Вы извините, но вы так ведете дело, словно цель у вас свое дело превратить в проектно-конструкторское бюро. А мне это не интересно. Я знал, что вы так скажете. Разве? Но ведь вы не правы, Вадим Николаевич. Почему? Я не собираюсь превращать наш отдел в научно-конструкторское бюро, но и не хочу, чтобы он оставался кустарной мастерской. Я мечтаю добиться создания института, который смог бы не только ставить перед собой современные проблемы, но и решать их современными методами. А это надо доказать. Кстати, я слышал, в издательстве лежит ваша книга? Лежит. Уже целых 2 года. И неизвестно еще, сколько пролежит. Вадим Николаевич, даю вам гарантию. Не пройдет и полугода, как вы будете держать в руках сигнальный экземпляр. Для пользы общего дела. До свидания. Черт его знает, что у нас творится. Может, я настолько постарел, глупым стал. Ну как, Вадим Николаевич? Побеседовали? Видите ли, старый стиль ему мешает. Четкость ему подавай. Нет, я уже ничего не понимаю. А может, мы действительно чего-то не понимаем? А, Вадим Николаевич, может, действительно сейчас так нужно? И потом, если разобраться объективно, он старается не для себя. Не стану спорить, хоть и не убежден в этом, но вся эта его возня – это профанация науки. Не знаю, но я почему-то думаю иначе. Ведь если человек так увлечен, если он так самоотверженно добивается чего-то, может, действительно в этом что-то есть? Что-то, чего мы не замечаем. Можно к вам? Ну что ж, неплохо. Здравствуйте, Давление Язович. Вижу, на нашего красавца любуетесь. Ну и как он вам? Да неплохо. Что ж, вашими усилиями выходим на широкую дорогу. Гелиокомплекс для пустыни. Только вот в пути не заблудиться бы. Что вы, не заблудимся. Наоборот, выйдем на финишную прямую. Да еще как выйдем. Институт – 1, финансы – 2, оборудование – 3. Всему этому можно только порадоваться, но вот сотрудники, насколько я понял, довольны не всеми переменами. Как вы на это смотрите? Да, тут вы правы. Но в данный момент это не важно. Извините, но ведь это... Да, я уверен, что меня коллеги в конце концов поймут. Что ж, вероятно, вам виднее. И все же я возьму на себя смелость дать вам совет. Повнимательнее прислушивайтесь к мнению товарищей. Я его постараюсь придерживаться по мере возможностей. Извините, Яскар Назарович, вас ждут товарищи из горпроекта. Да-да, сейчас иду. Спасибо. Извините, Давление Язович. Значит, всю организационную сторону я беру на себя.
вы на нее не отвлекайтесь. Работайте спокойно. Если что нужно, скажите. Ну, всего доброго. Я побежал. Часа 3 назад к нам позвонили сюда из управления животноводства и сообщили, что на колодце Илек установка вышла из строя. Кто-то из нас ответил: обращайтесь в пастбище Водстрой, это их дело. Сказал и бросил трубку. Кто здесь был во время обеденного перерыва? Да вроде все были. Тем хуже для нас. Этим самым мы опозорили себя, свой отдел. Да вы понимаете, что это сейчас для нас значит? Вадим Николаевич, признавайтесь, чего уж там. Ведь это ваша любимая присказка, что мы, дескать, не аварийная команда. Я часто это говорю. Могу повторить сейчас. Это вы сказали, Вадим Николаевич? Нет, не я. Кто же тогда? Может быть, вы, Мурат Сапарович? А вам не кажется, что все это унизительно? Кто бы ни сказал, мы все одинаково виноваты, если это вина. Может быть, вы правы. Всеобщее недоверие навряд ли приведет к порядку. Но меня в этой истории поражает равнодушие. Абсолютное отсутствие элементарного любопытства. Ведь поломалась-то наша установка. Наша! Ну вот что. Сейчас все поедем и выясним причину аварии. Собирайтесь. Так, Жора, вы с Ильясом помогите чабанам, а остальные к установке. Сейчас помогу, Ишули! Ну и наделали вы делов со своей наукой. Бараны без воды прямо в тигров превратились. Не беспокойся, Ишули, сейчас все наладим. Эй! А что ты мне объясняешь? Ты баранам объясни. Исхан Назарович, Да? идите сюда. Концентратор отстает от солнца. Видите, градусов на 20 запаздывает, не меньше. Значит, система слежения вышла из строя. Да. Похоже, что так. Давайте попробуем вручную. Мурат, Жора, подвигайте его. Левее, левее. Все, порядок. Ну как? Действует? Нет. Слушай, в фургоне Балканова есть вся рабочая часть точно такой системы. Ну? А если снять ее на время и привезти сюда? Ну, хоть убедились бы, здесь причина или искать ее совсем в другом месте? Это мысль. Жми в город. За ночь систему перемонтируем и с утра проверим. А мы пока тут покопаемся. Ильяс, поехали. Жора, Да? давай посмотрим здесь. Хорошо. Ясхан. Прибыла все-таки наука. А мы в институт к вам заезжали. Ну что тут стряслось? Здравствуйте. Трудно пока что-либо сказать. Сами понимаете, установка непростая. Тут могут быть десятки причин неисправности. Разбираемся помаленьку. Разбираемся помаленьку. Да вы понимаете, что вы говорите? Здесь же отары гибнут. А вы помаленьку.
Я понимаю ваше беспокойство. Постараемся сделать побыстрее. Ну вот что, вы мне сейчас воду подавайте. Ну зачем вы так, Арасага? В науке не всегда все сразу так получается, как задумано. И потом вы же сами дали свое согласие. Я правильно говорю? Я уважаю науку, оттого и дал согласие, доверился вам. Но я не знал, что будут экспериментировать на моих отарах, а не на установке. Нет, я не знаю, товарищ Саюнов. Больше я им верить не могу. Куртлы, немедленно гоните отару к следующему колодцу. Странно. В фургоне горит свет. Посмотри. Да, точно. Кого бы это могло туда занести? К нему 100 лет уже никто не подходил. Здравствуйте. А, это вы, Мурат Сапарович? Заходите. Вот уж не ожидал, что увижу вас здесь. Я, бывает, подумать сюда захожу, а то и просто посидеть. Да, давненько мы с вами не виделись. Как поживаете, Мурат Сапарович? Спасибо, хорошо. Да странная жизнь пошла. Работаем под одной крышей, а видимся по праздникам. Разве что под одной крышей. Это хорошо, что я вас встретил здесь. Давление Язович, не разрешите ли вы снять сегодня на ночь рабочую часть преобразовательной установки? Позарез нужно. И сразу на место. Хатамов очень просил. Сожалею, Мурат, но не могу. Установку свою я разобрал, а ее элементы использовал в другой системе. Кстати, а зачем она вам? Понимаете, Давление Язович, авария на колодце. Существует такая организация «Пастбищеводстрой», в прямые обязанности которой входит аварийное обслуживание. Да что я объясняю вам? Вы это и без меня знаете. Знаю. Но то, что случилось, в какой-то степени бросает тень на нас. Понимаете? Ну, еще бы. Научная лаборатория закономерно превратилась в аварийную команду. Ничуть этому не удивляюсь. А вы понимаете, к чему вы пришли в конце концов? Вы талантливый ученый. Выполняете функции заурядного ремонтника. Вы науки изменили. Вам некогда думать. Вы вошли в пору высшего творческого потенциала ученого, а вы... На что вы сейчас гробите невосполнимое время? Ну где вас черти носят? Балканов прибор разобрал. Ах ты. Сколько ж нам теперь возиться? Везет. Время, понимаешь, время. Может быть, что-нибудь с колодцем? Надо немедленно осмотреть его. Я в него сам полезу. Мне все это надоело. Надоело мне долбать бетон, паять железки, подключать провода. Держите. Исхан! Погоди, Исхан! Все может случиться. Колодец старый. Да дьявол с ним. По крайней мере, не увижу нашего позора. Ты брось шутить! Так Колодец нельзя, глубокий. Исхан, Придержись на давай. всякий случай. На 2 узла. Вот так. Ну? Осторожней. Да я... Бахар, может, отдохнешь? Ты и так устала. Я не устала. Иди в машину, не приляг. устала. Крути медленней. Ну как там? Все в порядке? Да тише, да тише. Исхан! Слышишь меня?
Это он нам знак подает. Ребят, попробуйте вместе тянуть. Ага, Ну-ка. давайте. Попробуй. Пошли. Подождите, ребята, не тяните, так мы его покалечим. Я спущусь вниз, попробую подтолкнуть его оттуда, я полегче. Да ты что? Бахар, ты никуда не полезешь. Ну что вы. Ребята, давай еще раз. А ну-ка еще взяли. Ильяс, помоги. Ильяс! Ага. Пошли. Начали. Не тяните! Ильяс, держи. Куда? Только осторожно. Так. Тяните! Я сам. Осторожно. Немедленно мне отложку. Ильяс, подгоните машину. Сейчас. Стойка обвалилась. Прямо на него. Бахар, может, вы поедете с ним? Да, да. Давай хоть пиджак накину. Тихо, тихо. Вот так. Ребята, с колодцем не все в порядке. Вроде с насосом что-то. Мы выясним причину. Не беспокойся. Трогай, Ильяс. Что вы так беспокоитесь? К чему вам сейчас эта проверка? Радуйтесь тому, что живы остались. Как это нужно сейчас, если бы знали, Бахар? Как это сейчас необходимо? Молчите, вам нельзя разговаривать. А когда же нам разговаривать? Я вас вижу только на работе. Молчите. Жарковато. Какая ваша квартира? Вот. Ну тогда все, я пошла. Нет, подождите. И потом, не можете же вы бросить меня вот так у порога? От чего же? А вдруг я упаду, не дойдя до дивана? Кто будет отвечать? А? Ну тогда быстрее доходите до своего дивана. Извините, Бахар. Я немного отдохну. Вам плохо? Что? вы? Напротив. Мне еще никогда не было так хорошо. Послушай, Хатамов, что в тебе такое сидит, а? То есть? Ну, понимаешь, нельзя же сказать, что ты умнее нас всех, верно? Конечно. Нельзя же сказать, что ты образование Балканова, по знаниям тебе до него далеко, не так ли? Пожалуй, да. Тогда объясни мне, пожалуйста, как тебе удалось все перевернуть? Переначить по-своему. А мы все ворчим. Но идем за тобой. Вы ошибаетесь, если думаете, что идете за мной. Вы идете за временем. Это время диктует человеку каждый шаг в завтрашний день. Оно ведет его, заставляет человека разгадывать загадки, принимать решения.
Не помешаю вам, Исхан Назарович? Нет, нисколько. Прошу вас. Объясните мне, пожалуйста, уважаемый Исхан Назарович, как по-вашему, неужели в научном учреждении невозможен иной, я бы сказал, что ли, более научный подход к работе? Да не знаю. Возможен, наверное. Но для меня, уважаемый Давлин Ниязович, приемлем только такой подход. Садитесь. Скажите мне, вам зачем это нужно? Как это зачем? Для вас существует два восприятия мира, научное и инженерное, и вы уверены в их несовместимости, не так ли? А я хочу доказать, что они не только совместимы, но что союз их весьма плодотворен. Знаете ли, это уж вы настолько упрощаете мою мысль. Возможно, упрощаю. Но делаю это лишь для того, чтобы наиболее четко зафиксировать наши с вами исходные позиции в этом споре. Исхан Назарович, я ведь вовсе не для того сюда пришел, чтобы спорить с вами. Я пришел для того, чтобы поделиться с вами соображениями, которые возникли у меня в последнее время. Я проанализировал все, что происходит в нашем отделе, стараясь быть объективным и бесстрастным. И к каким же выводам вы пришли? Так вот, у меня сложилось твердое мнение, и я его от вас не собираюсь скрывать. Ваши нововведения уводят нас в сторону от проблем, для разработки которых создавалась лаборатория. Вместо того, чтобы заниматься развитием и углублением теоретических основ, отдел, по вашей милости, вынужден гоняться за какими-то химерами, вроде этого гелиокомплекса. Ваше пресловутое стремление, не проверив тщательно установку на стенде, передавать ее немедленно в руки практиков, это просто навязчивая идея. Настоящий ученый должен тысячекратно все проверить и взвесить, прежде чем решиться на такой ответственный поступок. Это просто черт знает что. Извините, Давлин Ниязович, но ничего нового вы мне, к сожалению, не сообщили. Мне давно известна ваша точка зрения. Считаю ее в корне неверной, да и просто вредной. Можно до бесконечности все взвешивать, оценивать и проверять. Однако мы только за 2 года внедрили в практику больше разработок, в том числе и ваших, чем лаборатория за все время ее существования. Хочу сейчас же вас поставить в известность, что отдел наш будет этим заниматься и впредь. О, Бахар. На перевязку? Нет, мне... Домой? Да нет. А мне с тобой можно? Видите ли, вас ждет Мурат. Извините, надо идти.
Здравствуй, Бахар. Здравствуй. Что с тобой? Ты нездорова? Нет, ничего. Или дома что-то? Как мама? Спасибо, все в порядке. Странно. Правда? Что? Здороваемся, когда надо расходиться. Так получается. Сам видишь. Бахар, я много думал и пришел к выводу. Может, ты... Пойдем ко мне? Нет, не могу. Может, мне уйти на квартиру? На квартиру? Да, сниму где-нибудь комнату. Переедем ко мне. Как ты думаешь? Как я думаю. Да. Пока поживем на частной. А со временем свою получим. Я поговорю с Есханом, он поможет. Телефон-то он помог установить. Верно? Верно. Только не надо говорить с Есханом. И вообще ничего не надо, понимаешь? Почему? Я не знаю, как тебе объяснить, но... Мурат, мне кажется, что уже поздно. Впрочем, может, мне кажется. Может, это пройдет? Бахар, так что же все-таки случилось? Ничего. Я просто устала. Послушай, махнем куда-нибудь. Гляди, какая погода. Ну так как? Извини, я поеду. Мам, купи мне красивую куклу, большую, с меня ростом. Так у тебя же есть, доченька. И большая, и маленькая, у тебя же много кукол. А у большой куклы некрасивое платье. Я хочу, чтобы у нее вышивка была на фартуке. Ладно, я тебе вышью колокольчики, ромашки, хорошо? Хорошо. Пойдем. Папа, и я хочу, чтобы на моем школьном платье была вышивка. Много ромашек и колокольчиков, и фартук с вышивкой, как у моей куклы. Хорошо, хорошо, Сильбишка. Я вышью тебе красивые узоры. А шьет же мамы. Слушай, Сильбишка, хочешь, сейчас пойдем в магазин и купим тебе школьную форму? Да. Пошли тогда, пока магазины не закрылись. Пап, а тетя Бахар придет провожать меня в школу? Придет, доченька, обязательно придет. Она кто, моя мама? Пойдем-ка, доченька, побыстрее домой. Бабушка нас ждет. Знаешь, как она твоей школьной форме обрадуется? Ты еще не собралась? Ведь они тебя ждут. У Жоры такой день. Нельзя друзей обижать. Так ты поедешь? Я не знаю. А я знаю. Что-то с тобой происходит в последнее время, доченька. Затаилась, замкнулась. Беда какая? Поделись. Не чужая ведь. Разделенное горе вдвое легче, говорят.
Потом, мам. Как-нибудь потом. А теперь ты права. Надо идти. Что я хочу сказать? Все мы очень многим обязаны ему. Может быть, кто-нибудь сочтет, что я преувеличиваю, но это же правда. Сегодня я защитил диссертацию, верно? А чья это заслуга? Его. Кто лабораторию в отдел превратил? Он. А отдел в целый институт? Опять он. Прав я? Ну, прав. Знал бы, не предоставил бы тебе слово. А ты молчи. Там мы тебя слушали, а здесь ты нас послушай. Так, авторское свидетельство Мурада. Тоже его заслуга. Лишаю тебя слова. Минуточку внимания, товарищи. Слово имеет Ага Балыевич. Регламент 5 минут. Оратор явно не готов. Товарищи, Бахар Клычевна, просим вас, Бахар Клычевна, пожалуйста. Здравствуйте. Садитесь. Как я уже сказал, очередной оратор явно не готов. В связи с этим предлагается тост. Прошу вас, Бахар Клычевна. Потом. Дайте высказаться человеку. Ага Балыевич, прошу вас. Надеюсь, вы уже отцепились? Я ни за что не зацепился. Ну, если ни за что, то, может, за кого? Вы действительно правы, Есхан Назарович. Я и впрямь зацепился. И знаете, за кого? За вас, Есхан Назарович. За меня? Да, за вас. И знаете, с какого дня? С того самого, как вы назначили меня диспетчером. Помните? Я помню, конечно, но зачем вспоминать такие давние дела? Учти, Исхан, учти. Лучшего зама по хозчасти тебе не найти. Верно я говорю, Мурат, а? Ты верно говоришь, Георгий. Мы все верно говорим. Слышь, Есхан, как мы все верно говорим. Слышу. Бахар, возьмите над ним шефство. Ты берешь надо мной шефство? А над ним? Ты уже закончила шефствовать? Ага Балыевич будет замом по хозчасти. А ты замом по научной части. А вот она. По какой части теперь она будет? Не кажется ли моим дорогим коллегам, что здесь делят шкуру неубитого медведя? От фимиама, что вы скурили в честь нашего многоуважаемого шефа, становится душно. А некоторым даже дурно. Хочется воздуха. Свежего, чистого. Надо открыть окна.
Еще пониже. Понятно. Стоп. Бахар Клычевна, где мне найти Мурада Сапаровича? А почему вы меня спрашиваете об этом? Просто думал, вы знаете. Не знаю. Мать его пришла с девочкой. Говорит, он дома не ночевал. Девочки в школу на первый звонок, а его нет. А где же он может быть? У кого не спрошу, никто его не видел. Может, в библиотеке сидит? Пойду погляжу. Может, он на ученом совете? На совете нет, я смотрел. А как там дела, Габалович? Да, воюют. Что-то не вижу на вашем лице большого энтузиазма. До свидания. Всего хорошего. Это ж праздник такой бой выиграть, а вы... Так его еще построить нужно, этот самый гелиокомплекс. А я вот взял и растерялся. Ну, не соображу, с чего теперь начинать. Теперь разворачивайся. Твои тылы, как обычно, на мне. А ты хитер, братец. Ведь знал, что не пропадешь, когда не пошел ко мне в главное. Да, послушай. Ты обратил внимание на деликатность своего Балканова? А его голос, ох, как многое мог изменить. Старик что-то вообще помягчел ко мне в последнее время. Тут даже зашел, идейку подкинул. Понятно. Но ты гляди мне, не обижай старика. Будь здоров. До свидания. Кто ко мне пожаловал? Здравствуйте, Вадим Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И давно вы меня так наблюдаете? Да уж минуты две. У вас было такое вдохновенное лицо, что я просто не рискнул мешать вашей, здрасте, садоводческой деятельности. Спасибо. Понимаете, приготовь нам чайку. Хорошо. Понимаете, Вадим Николаевич, прочитал я тут статьи Хатамова и набрел на одну интересную мысль. Какую именно? Пойдемте к столу. В новом комплексе, как вам хорошо известно, предусматривается наличие гелиотеплиц. Да-да. Старые их типы наверняка не подойдут. Тут нужен принципиально иной подход. Ну, например, создание теплицы с замкнутым влагооборотом. То есть теплицы опреснителя. Но это целая проблема и весьма интересная. Верно. Проблема любопытная. Тут, по всей видимости, для целой лаборатории работы хватит. У меня кое-какие наброски по этому поводу уже есть. Взгляните, Вадим Николаевич. Что скажете? Великолепно. А ведь для этого и впрямь самостоятельная лаборатория потребуется. А может, такому старому садоводу, как я, имея в виду, что мои обязанности как научного руководителя весьма необременительны, имеет смысл взять эту тему на себя? Стоит подумать. Я-то подумал уже. А вот Хатамов что скажет? Я неважно вписываюсь в его систему четкого планирования, графиков, связи с производством. Да, Валерий Ниязович, он поймет. Я в этом отнюдь не уверен. Вы забыли, как он вел себя. А мы себя, по-вашему, вели безупречно. Не знаю, но его опломб, безапелляционность суждений. Ну его... еще бы. Человек пришел в храм науки и вместо того, чтобы смиренно поклоняться божеству, осмелился поднять руку на догмат веры. Не понимаю вас. Да, священный храм науки. А он превратил его в торжище. Между прочим, вы сами это утверждали. Да, вы правы. Утверждал. К стыду своему искреннему и глубокому.
Человек нас в жизнь тянет, а мы упираемся. Пожалуйста. Угу. Мне нравится ваша горячность. Она меня убеждает. Знаете, это очень приятно, что я так в нем ошибся. Уверяю вас, он талантлив, да и хороший человек. Но все его загибы, ошибки, это... А сколько мы их натворили в жизни? Это верно. Что ж, вероятно, я уже настолько постарел, что начинаю просто-напросто завидовать. Завидовать молодым. А это нехорошо. Бахар? Что все это значит? Что? Заявление. Вы что, на самом деле решили увольняться? Раз написала, значит, решила. Может, я в чем-то перегнул? Но ведь я как лучше хотел. И все закончилось благополучно. Какие у нас теперь возможности для работы? Разве не так? Вы не думайте. Я не совсем уж глух, Бахар. Понимаю, что это я виновник вашего ухода. Но и вы поймите. Ваш уход — удар для Мурата. Куда вы уходите? Куда-нибудь. Зачем? Зачем? Если бы можно было все вот так просто взять и сказать. Здравствуйте, Гизельча. Здравствуй, Бахарджан. Прости, милая, я должна была тебя увидеть. Мурат стал совсем другим. Я его не узнаю. Мы все стали несколько другими. Он всегда был со мной такой ласковый, разговаривал. Про работу, про друзей рассказывал. А сейчас, как чужой в доме, я его совсем не понимаю. И вы полагаете, что я во всем виновата? Что ты, доченька? Что ты? Это моя вина. Я думаю, лучше ему не видеть меня. Если захочет, пусть придет проводить. Я на днях уезжаю. До свидания.
Алло, алло, что же вы молчите, говорите? Здравствуй. Здравствуй. Мне сказали, что ты уезжаешь. Собиралась, но я передумала. Никуда я не поеду. Останусь здесь. Мы все останемся здесь. Ты слышишь? Ты где сейчас? На углу Махтумкули и Мира. А что? Я беру такси и через 10 минут приеду. Стой и жди меня. Будешь ждать? Буду. Слушай, Бахар, я люблю тебя. Знаю, но... Никаких «но». Кто бы там ни стоял между нами, что бы там ни было, это не имеет никакого значения. Понимаешь? Понимаю. Я уже одеваюсь. Я положил трубку на стол и одеваюсь. Ты слышишь меня? Слышу. Ну вот, я готов. Теперь надо положить трубку на рычаг. А я боюсь. А почему? Не знаю. Мне кажется, я положу трубку, и ты исчезнешь. Уйдешь навсегда. Страшно подумать. Чудак ты. Меня уже гонят. Я кладу трубку. Слышишь?